чем отличие между понятиями деньги и финансы? Почему финансы более широкое и более важное понятие, чем деньги? Как превратить деньги в финансы? В быту все мы привыкли оперировать понятием деньги. Заработать деньги, потратить деньги, занять денег, сэкономить деньги. Подобное выражение каждый человек употребляет достаточно регулярно. Понятие деньги в деловой среде и на государственном уровне используется редко. Преобладает понятие финансы. Финансы предприятия, финансы муниципалитета, государственные финансы и так далее. В чем же разница? Чем деньги отличаются от финансов? Это мы и узнаем сегодня в нашей передаче про деньги. Деньги – это более простое понятие. Если открыть учебники по макроэкономике, мы прочитаем, что деньги – это мера стоимости, средство обращения, универсальный эквивалент для определения ценности товаров и услуг. На бытовом уровне деньги можно зарабатывать и можно тратить. На этом ключевые функции денег для простого обывателя заканчиваются. Деньги – это всеобщий эквивалент, который может обмениваться на любые товары и услуги, выполняя роль измерителя стоимости. Сущность денег как экономической категории проявляется через реализуемые ими функции. Деньги как мера стоимости позволяют сравнивать ценность благ. В этом случае деньги являются единицей измерения стоимости товаров. В денежных единицах можно также сравнивать и благосостояние людей, эффективность работы компаний, ту же прибыль, результативность мер государственной политики. Исторически первыми возникли товарные деньги. В качестве эквивалентной меры стоимости для оплаты благ и услуг люди использовали различные предметы – пушнину, скот, ракушки, злаки, минералы. Эти деньги не являлись универсальными. Признавались они только определенной группой и обладали ограниченной делимостью и ликвидностью. На смену товарным пришли металлические деньги. Они признавались более удобными в обращении, а редкость металлов и особые технологии изготовления обеспечивали наибольшую ценность монет. Однако со временем монеты стирались, их реальная стоимость становилась меньше обозначенного номинала, в связи с чем возникала идея использовать еще более удобные бумажные деньги. Изначально бумажные деньги были обеспеченными или репрезентативными. Сами купюры не обладали большой ценностью, но могли быть обменены на драгоценные металлы в соответствии с номиналом. Гарантом стоимости бумажных денег являлось государство. Тем не менее, в течение XX века такой обмен становился все более редким, и сейчас люди расплачиваются и делают накопления, используя фиатные, необеспеченные деньги. Эти деньги только символизируют обозначенный на них номинал. Гарантом их стоимости по-прежнему является выпустившее их государство. Ценность фиатных денег во многом зависит от государственной политики. По форме денежные средства делятся на наличные, бумажные деньги и монеты, в том числе золотые, серебряные и инвестиционные. Также безналичные денежные средства на счетах в банках, не имеющие материального носителя, существующие в виде цифр на счетах. Используются при оплате банковской карты и онлайн-платежах. Электронные денежные средства, представленные в виде цифр на счетах, в электронных системах также являются деньгами. Квазиденьги. Это баллы, бонусы на счетах компаний, мили авиакомпаний, бонусы различных банков и так далее. В Российской Федерации эмиссия наличных денег и денежное обращение осуществляются исключительно Центральным банком Российской Федерации. Несмотря на введение безналичных форм платежа, сохраняется важность банкнот и монет в финансовой системе страны. Банк России определяет необходимость замены части денежной массы и планирует количество денег для развития экономики, тем самым запуская процесс эмиссии или поступления в обращение монет и банкнот. По состоянию на 1 января 2023 года объем наличной денежной массы, находящейся в обращении, составил более 16 триллионов рублей. По заказу Банка России новые банкноты печатает государственная компания «Гознак». Монеты чеканят монетные дворы в Санкт-Петербурге и Москве. Они также выпускают и памятные монеты, и банкноты, посвященные знаковым датам, российским деятелям науки, искусства и культуры, а также субъектам Российской Федерации. Россия является мировым лидером по темпам роста безналичных платежей. В 2022 году их доля приблизилась к 80%. Развивается российская национальная система МИР. К концу 2022 года выпущено более 145 миллионов карт и система быстрых платежей.
Деньги как средство обращения используются в сделках между продавцами и покупателями. Продавцы отдают товары и получают от покупателей деньги, которые могут потратить на приобретение других товаров. Это удобнее бартера, обмена товаров на товары. Да? И деньги как средство платежа помогают разделять процесс покупки и оплаты во времени. Данная функция появилась благодаря процессу кредитования, когда человек оплачивал вещь не сразу, а через определенный промежуток времени. Наглядный пример – приобретение товара в рассрочку. Деньги как средство сбережения и накопления позволяют переносить потребление на будущее, создавать запасы, откладывать на крупную покупку. Разместив деньги в банке, люди сохраняют их покупательную способность, приумножают свои сбережения, обеспечивают процессы кредитования и инвестирования в экономике. Мировые деньги как средство платежа в международных финансовых операциях обеспечивают расчеты между экономическими субъектами, государствами, а также юридическими и физическими лицами, которые находятся в разных странах, в качестве удобно свободной конвертируемой валюты. Финансы – это более сложное понятие. Опять же, учебники по экономике скажут нам, что финансы – это совокупность экономических отношений, которые возникают в процессе формирования, распределения и использования различных денежных фондов. Давайте упростим это сложное определение. Финансы – это все деньги и денежные ресурсы, которыми обладают государства, компании и мы с вами. Они играют важную роль в экономической системе, обеспечивая потоки денежных средств и финансовые операции. Понимание по сути финансов и их признаков помогает эффективно их использовать. Вот несколько характеристик финансов. Финансы – это всегда про наличие денежных средств и других активов. Например, финансами могут быть наличные деньги или счета в банке, акции, недвижимость и другие ценные и ценности вашей семьи. Финансовые ресурсы постоянно перемещаются в экономике. Когда мы получаем зарплату, совершаем покупки, платим налоги, инвестируем деньги, мы участвуем в финансовых потоках. Одной из основных целей управления финансами является их приумножение. Люди и организации стремятся инвестировать свои деньги и активы таким образом, чтобы их становилось больше и их стоимость увеличивалась. Финансы выполняют различные функции в экономике. Они обеспечивают финансирование проектов и бизнесов, управление рисками, распределение ресурсов и поддержку экономического развития. Допустим, у вас есть накопления в банке, и вы решаете инвестировать их в акции компании. Финансы здесь – ваши деньги и ваши акции. Потоки денежных средств возникают, когда вы покупаете акции и получаете дивиденды. Если стоимость акций увеличивается, ваши финансы приумножаются. Как видим, финансы обязательно связаны с некими денежными фондами. Фонды создаются на определенные нужды. Например, на предприятии есть фонд выплаты зарплаты, фонд закупок основных средств, фонд закупки сырья, резервный фонд и так далее. Отсюда выделяем отличия. Отличие первое. У финансов есть конкретное целевое назначение, а у денег его нет. Далее. Из определения видно, что фонды формируются и распределяются и используются. То есть происходит постоянное движение денег. Отсюда вытекает второе отличие. Финансы находятся в постоянном движении. Таким образом, если максимально упростить определение финансов и выразить его простыми словами, получится следующее. Финансы – это целевые деньги в движении. В отличие от денег, финансы можно не только зарабатывать и тратить, а еще и распределять. Учитывать, планировать, перераспределять, сохранять и так далее. Это гораздо важнее и гораздо правильнее. Исходя из этих отличий, очень важно изменить свое отношение к деньгам на уровне каждого человека или семьи и начать относиться к ним как к финансам. Замените понятие «личные деньги» на понятие «личные финансы». Начните не просто зарабатывать и тратить деньги, а использовать их как инструмент создания и распределения денежных фондов на свои ключевые нужды. Например, у каждого человека должен быть свой личный резервный фонд, как его любят называть финансовая подушка безопасности.
Быстро доступные средства, которые всегда можно использовать в непредвиденной ситуации, требующей срочных расходов. Также целесообразно формировать фонды сбережений на осуществление крупных покупок, которые человек или семья не могут оплатить из своих текущих доходов. Крупными можно считать покупки стоимостью от 50 до 100% месячного бюджета и выше. И отдельными, наиболее важными денежными фондами можно считать инвестиции или финансы, которые вкладываются в различные активы с целью получения дохода. Наличие денежных фондов, их грамотный учет и планирование сразу повышают уровень финансового состояния человека или семьи даже при неизменных доходах. Поэтому настоятельно рекомендую изменить свое отношение к деньгам, начать относиться к ним как к финансам, что обязательно положительно скажется на вашем финансовом положении. Напоминаю вам, что нет ничего сложного в управлении личными финансами. Каждый четверг на телеканале Якутия-24 повышайте свой уровень финансовой грамотности вместе с нами. С вами была передача про деньги. До новых встреч в эфире.